Добрый вечер. Это специальный эфир интернет-журнала «7 на 7». Меня зовут Максим Поляков, и сегодня вечером мы будем обсуждать те события, которые произошли на Украине, и то, как мы все вместе переживаем эти события. Сегодня весь день я общался с друзьями и с коллегами, и каждый из них на фразу «доброе утро» или «добрый день» говорили, какой же это день добрый. Все очень сильно переживали. Тревожиться – это нормально. Переживать из-за событий в стране, в своем городе, в своей семье – это тоже нормально. И вот об этом мы хотели бы поговорить сегодня, как сохранить себя, своих близких и самообладание в это сложное время. В этом нам поможет врач-психиатр и научный журналист Виктор Лебедев. Виктор, добрый вечер. Слышите ли вы студию 7 на 7? Да, здравствуйте, слышу. Перед тем, как мы начнем беседу, я призываю всех, у кого есть вопросы к Виктору или какие-то реплики, возможно, комментарии о том, как вы переживаете этот день, эти сложные известия, события в России, на Украине. Пишите, мы ведем трансляцию в Фейсбуке, ВКонтакте и на Ютубе, и какие-то комментарии, реплики, я надеюсь, мы сможем прочитать. Но для начала я бы хотел, Виктор, спросить у вас, расскажите, как вы узнали о том, что происходит на Украине, и какие первые мысли, возможно, возникли у вас после того, как вы, не знаю, прочитали или услышали, увидели о происходящем? У меня, к сожалению, наверное, не будет никакого очень красивого и прекрасного рассказа, но, наверное, сегодня в моей жизни было одно утро, которое было максимально плохим, когда я узнал о смерти своего друга. Сегодня было второе такое утро. То есть, даже сейчас я прекрасно понимаю, что как бы эти все события меня не отпускают, и я весь день так или иначе на связи со своими друзьями, родственниками. Вот, я пытаюсь понять, что, как у них происходит. У меня есть знакомые, наверное, так сказал, знакомые на Украине, вот, но меня, конечно, все это, в общем, повергло в большой шок. То есть я не ожидал, что все это так произойдет, и это, конечно, сегодня был сложный день, и он, к сожалению, еще не закончился. Вот, лично для меня. У меня для начала, наверное, общий вопрос, как в целом вы как специалист, как вы это видите, вот эти события, новости о войне, как они влияют в целом на психику людей, и, может быть, кто наиболее устойчив к этим новостям, кто менее устойчив, почему так происходит? Расскажите. Я думаю, что здесь есть очень важный момент, что, в принципе, новости воспринимаются по-разному разными людьми. То есть здесь нельзя, наверное, выделить какой-то один общий паттерн, да, то есть даже по реакциям в социальных сетях и в реальном поле. Я думаю, что мы все сегодня узнали, что на одну и ту же новость можно реагировать совершенно по-разному. То есть кто-то этой новости радуется, кто-то из этой новости плачет и тревожится, потому что его это пугает. Но в целом, наверное, новости о войне зависят от того взгляда, который проповедует человек. То есть есть некий фрейм всегда, некая рамка, которая строится вокруг любой новости. Да, то есть это тот когнитивный фрейм, та когнитивная картина мира, те мысли, которые есть у человека, его взгляды, да, то есть и кто-то считает, что то, что происходит на войне, это нормально и оправданно, и ему, конечно, проще с этим жить. Вот. Кто-то считает, что это кошмар и ужас, и ему с этим жить совсем непросто. Наверное, тут зависит от некой личной предиспозиции. То есть, потому что мы прекрасно же понимаем, опыт 20 века и всех предыдущих войн нам говорит о том, что люди могут радоваться, в общем, достаточно ужасным вещам, ужасным новостям. Да, то есть, когда для одного новость ужасная, для другого она может быть вполне радостной. Так уж устроены люди, и здесь мы с этим ничего не поделаем. Слушайте, вот я сам очень сильно тревожился сегодня, пытаюсь представить, как я сам могу себе помочь, как я могу сам себя успокоить. Может быть, вы подскажете, я не знаю, какая-то практика, какое-то упражнение, что-то, что могло бы как-то вывести себя из тревожного состояния. Паника никогда не хорошо. Вот как помочь себе держать себя в руках, концентрироваться в нужные моменты. Может быть, какой-то рецепт, не знаю, волшебный, не волшебный, в кавычках, вы подскажете.
Но я волшебных рецептов не знаю, иначе бы я не был врачом. Вот, я был бы, наверное, волшебником. Вот. Наверное, я бы начал бы вот с чего. Нормально себя чувствовать ненормально сейчас. То есть на самом деле в какой-то момент надо понять, что ваши эмоции сейчас – это самая естественная реакция, которая может быть. И загнать их куда-то подальше может потом сказаться очень негативно, да, то есть может быть отложенное проживание эмоций какие-то, да, вот эти проблемы в дальнейшем. То есть в какой-то момент дать себе, если хочется поплакать, поплакать, если хочется покричать, покричать, потому что все это естественно, и как минимум разрешив себе чувствовать какие-то эмоции, высвободить их, да, то есть это уже хорошо на самом деле, потому что мы все ищем сейчас себе единомышленников, на самом деле. Да, то есть так или иначе нас, наверное, вот за сегодняшний день всех поделило на два лагеря, так или иначе. Да, то есть жителей России. Те, кто поддерживает, те, кто не поддерживает. Ну, плюс-минус, да, наверное, так. И мы все ищем себе союзников, мы пытаемся понять вообще, а что нам с этим делать, и мы пытаемся понять, что наши эмоции в данный момент, наши какие-то мысли, они совершенно нормальные, они вообще находят какой-то отклик у других людей, что мы не одни, что мы не одиноки. Это очень важный момент, при том, чтобы справиться с тревогой и с другими эмоциями. Вот это очень важный момент, надо о нем не забыть сказать. Вот. Что у вас должен быть человек или люди, с которыми вы можете этим поделиться, если они, конечно, ну, грубо говоря, в ресурсе это все выслушают, потому что сейчас всем тяжело. В самом деле. И если вы чувствуете, что у вас начинает, если тем более у вас раньше было какое-то психическое расстройство, да, то есть и если вы чувствуете признаки его обострения, то, конечно, обратитесь к специалисту, да, то есть к психиатру, к психотерапевту, который вам с ним помогал. Потому что это может быть опасно, потому что на фоне этих новостей легко может ухудшиться психическое состояние. Это, то есть, получается, мы говорим про то, что выразить эмоции, найти с кем поговорить вообще, то есть с кем-то, пусть даже если это будет, ну, если для вас этот способ приемлем. Третий момент – отследить свое состояние и вовремя обратиться к специалисту. В тревоге, в напряжении мы забываем о совершенно насущных потребностях. Мы можем забыть поесть, мы можем забыть попить, мы можем там, забыть сходить в душ, даже в туалет иногда можем сходить и забыть, потому что такая вот вещь, да, то есть мы можем мало двигаться. И важно отследить вот эти вот базовые вещи в собственном комфорте, в собственном... Это даже не комфорт на самом деле, это обычная базовая активность, повседневная забота о себе. Я вот да, сегодня знаем, напротив, Виктор, я сегодня напротив заедал стресс. Я просто сегодня столько много съел сладостей и всего, что, ну, просто в какой-то момент... Максим, хорошо, что не запивали. Ну, то есть, вот давайте по-честному. То есть, заедали хорошо, окей, не проблема. Сегодня, я думаю, что это съесть лишнюю плитку шоколада сегодня, это самое меньшее зло, которое может быть. Вот. Да, понятно, что мы можем думать, что есть сейчас люди, которым хуже, конечно, можно, да, но есть люди, которым сейчас очевидно лучше, чем вам, да, то есть, которые не мучаются там теми эмоциями, которые есть внутри у вас. Вы у себя один, вы у себя одна, вы у себя одни, да, то есть надо помнить о базовой заботе, то есть о том, что вы должны делать. Вот, то есть в любом случае всегда. Если нужно уединиться, уединитесь. Если нужно, допустим, заниматься какими-то... То есть мы, как правило, плюс-минус понимаем, что нам подходит в качестве способа успокоения. Хочется залипнуть на тупое шоу на YouTube, пожалуйста, залипайте вообще. То есть сейчас вот можно делать все. То есть, к счастью или к сожалению, у нас был похожий опыт, когда начался коронавирус. Да, то есть мы приблизительно можно себя вот в то время вспомнить, а что вам тогда помогало, что вам помогло справиться с этим острым кризисом. И это вот то же самое будет, наверное. Я могу, извините, Виктор, что перебиваю, я могу вспомнить свои ощущения. Я бы, наверное, хотел добавить, что... Я хотел вспомнить свои ощущения, но вот сложные моменты мне помогают мои любимые каналы на YouTube. То есть я подписан, например, на канал питомника для питбулей в Краснодарском крае. Я знаю, там, не знаю, 20 собак по именам, потому что слежу за их судьбой и иногда доначу. Я знаю канал, где семейная пара из Пензы воспитывает пуму дома. То есть наблюдение за животными, оно меня
как-то Прекрасно. более-менее там успокаивает. И мне кажется, что это отличный совет Да. для того, чтобы немножко как бы выдохнуть. Отлично, да, потому что паузу надо будет взять, нельзя быть постоянно погруженным. Тоже, что еще один момент, да, то есть возьмите отдых от соцсетей. К сожалению, там сейчас очень много разного контента, начиная там от каких-то съемок с мест боевых действий, которые по определению давят на психику. А если вы, тем более, у вас в опыте было такое, что вы, не дай бог, участвовали в качестве, да, то есть там жертвы или даже участника там боевых действий, да, то есть солдата там. Ну, я бы, наверное, посоветовал бы соизмерять свои силы и не насиловать себя этим контентом. Поверьте, вот детали уже не важны. То есть и все важное можно узнать там через 1,5 часа, через 2 часа, через 6 часов на утро. Я думаю, что здесь уже счет не на часы идет, то есть не на минуты. Я думаю, что здесь уже можно, допустим, четко сказать, полчаса в день я читаю новости. Новости будут приблизительно одни и те же, мы знаем, да, то есть все мы вот, ну, то есть я захожу в соцсети и приблизительно вижу одно и то же, да, то есть вот у всех там лидеров мнений, у каких-то новостных агентств приблизительно одно и то же, ничего нового. Можно выбрать одно новостное агентство, одно СМИ, которое вам по подаче больше всего нравится, которое не использует какой-то очень истеричный эмоциональный слог, хотя здесь очень сложно его не использовать, и читать его для того, чтобы вообще быть в порядке, потому что новости здесь будут лишним триггером, да, то есть и личные истории, которых сейчас очень много будет в социальных сетях, это будет еще больший триггер, чем даже новости, потому что вы увидите живых реальных людей, и да, конечно, мы им всем сочувствуем. Но мы, знаете, мне кажется, мы им сочувствуем без вот огромного количества подробностей, которые мы можем получить. Мы понимаем, кажется, что это вокруг есть, у меня почему-то есть такое ощущение, что люди в основном понимают, что то, что происходит сейчас, это ужасно. Вот. И, ну, то есть добавлять себе кошмары я не вижу смысла. Мы и так все понимаем. То есть как бы и надо просто уже дальше что-то с этим пониманием делать. Я бы, наверное, затянувшийся спич на эту тему, но я бы, наверное, сказал, что еще одна проблема, которая нас здесь может беспокоить, это не только тревога, потому что, когда я, например, заглядываю в себя в этот момент, я знаю, с чем я сталкиваюсь. И мне кажется, многие из нас с этим сталкиваются. Мы так или иначе сталкиваемся с чувством собственной беспомощности в том, что происходит. Мне кажется, мы все видим, что мы не можем сейчас прямо остановить эту войну, защитить этих людей. И это рождает в нас чувство беспомощности. А вот с ним уже можно бороться через действия. Пусть через маленькие, пусть через незаметные, но тем не менее вы не пленники этой ситуации. Вы можете вернуть себе контроль над своей повседневной жизнью, над тем, что происходит, да, то есть так или иначе погрузиться в привычную, понятную атмосферу для вас, это совершенно нормально. Делать привычные вещи сейчас, да, то есть это не значит, что вы не замечаете. Нет, вы замечаете, вы все знаете. И когда вы пытаетесь подавить эти эмоции, вот если вернуться к самому началу, вы на самом деле тратите сил еще больше. Почему их надо выпускать? Потому что вы тратите силы на эмоции и на их блокирование. Пока вы блокируете эмоции, сами эмоции никуда не деваются. Поэтому блокировать эмоции – это просто выматывать себя. И с бессилием надо бороться через действие, пусть через маленькое, пусть через, может быть, даже символическое, но через действие. И тогда вы сможете разрушить оковы беспомощности и сделать то, что вам поможет дальше. То есть вы выберетесь из этого оцепенения потихоньку, и это уже хорошо. Мне кажется, что вот про беспомощность важно сказать. Небольшое объявление. Напомню, что мы принимаем вопросы и комментарии в наших социальных сетях. Трансляция стрима идет в Фейсбуке, ВКонтакте и на Ютубе. Пишите. Первые вопросы уже поступили, и мои коллеги подсказывают мне. Но для начала технический вопрос. Скажите, желтая камера? Желтую камеру, да, спасибо.
Комментарий Виктора. А можно набить морду чиновнику, тем самым сбросить стресс? А то они нас постоянно троеточие. Это вот вопрос про то, как сбрасывать стресс, если чувствуешь агрессию. Но, конечно, мы понимаем, что там, возможно, была ирония в этом комментарии, но желание действительно как-то проявить эту агрессию, оно возникает. Как с этим быть? Да, конечно. Я понимаю, что возникает, и не у вас одного или не у вас одной, кто откомментировал. Я не советую, конечно, нисколько вообще бить людей, какими бы они ни были. То есть мне, как врачу, вообще, в принципе, претит насилие. Вот. Но вы можете, допустим, если это приемлемо для вас, то кричать. Вы можете плакать, потому что очень часто нам не хватает слез для того, чтобы все это выпустить. Мы можем бить подушку. Вы можете сходить в спортзал или там на организованную на воздухе свежем площадку и там побить грушу. Это тоже хорошо. Да, то есть что-то поломать, что-то раскурочить. Лучше пусть пострадает предмет, чем пострадает человек, каким бы вашим идеологическим противником он не был. Вы имеете право на то, чтобы этот гнев выпустить. То есть мне в свое время очень хорошо помогала колка дров. У меня был опыт такой, когда у меня была возможность и поколоть дрова, и вот позлиться, и мне прям очень помогло. То есть прям очень так от души было. Вот. То есть именно вы должны руками почувствовать сопротивление, грубо говоря. Поэтому иногда мне, например, точно так же помогает отжимание, потому что я чувствую это сопротивление, да, то есть и мне становится проще, потому что я физическую энергию трачу, а она прям копится в нас, потому что гнев – это все-таки реакция физиологическая, да, то есть ее тоже никуда не деть. И с ней надо что-то делать, то есть надо признать свои эмоции, дать им другой выход. Мы не можем изменить эмоции, но мы можем изменить способ их выражения. Еще один комментарий из Фейсбука. Чувство, когда ты бьешься в железо головой, оно ужасное. Алена написала, что делать, когда ты понимаешь, что ты ни на что не можешь повлиять, возникает как раз чувство бессилия, когда, казалось бы, ты против войны, для тебя кажется это очевидным, что люди не должны брать в руки оружие, но лично ты ничего не можешь сделать против этого, за исключением, наверное, кроме того, как выразить свой протест, не знаю, написав что-то в социальных сетях. Выражайте протест, выражайте, пишите, говорите. Если вам это не нравится, говорите об этом, обсуждайте это. Это очень важная история. То есть для меня кажется очевидным, что вы можете выразить, даже если вы дома устроите, там, нарисуете себе этот какой-то плакат и повесите. Почему нет? Это же тоже способ выражения. Да, то есть легитимизируйте свою позицию, то есть дайте ей место. Вы можете написать в своих соцсетях, да, то есть вы можете написать письмо, допустим, кому-то, да, то есть еще что-то. То есть в этом нет ничего плохого. А когда вы говорите про то, что вы ни на что не можете повлиять, вы можете повлиять на окружение вокруг себя, вы можете что-то сделать дома, да, то есть уйдите просто хоть в какую-то деятельность, если вас само бездействие давит, потому что мне кажется, что как раз с бессилием мы столкнулись в эти сутки куда больше, чем с тревогой. С тревогой тоже, да, но мне кажется, что бессилие здесь, оно, к сожалению, лишает нас возможности двигаться. Нам кажется, что мы ничего не можем сделать. На самом деле мы можем сделать очень многое. Мы не можем решить проблему здесь и сейчас по мановению волшебной палочки. Это правда. Это правда. Но давайте будем честны. Решение подобного уровня проблем не зависит от одного человека. Есть вещи, которые не решаются быстро. К сожалению, такова реальность. И, наверное, один человек не может остановить войну, кроме того, который ее начал. Я напоминаю, что это специальный стрим интернет-журнала «7 на 7». Сегодня мы говорим о том, как справиться со своими эмоциями, сохранить себя и отношения с близкими, с врачом-психиатром Виктором Лебедевым. Виктор, я перед эфиром читал твиттер и выписал для себя, сохранил 2 твита. Хочу, чтобы мы вместе с вами подумали, что можно сделать. Первый твит. Дочери в школе и в ежедневных новостях рассказали о том, что Россия ввела свои войска в Украину.
Дочь пришла домой и сказала: мама, мне стыдно, потому что я русская, и дальше ненормативная лексика. И второй твит разорвал отношения с отцом. У меня есть в Инстаграме чат, который называется «Родня», там и родственники, сестры, двоюродные сестры, их мужья, жены, как много людей. Сегодня мы половину дня спорили о том, как относиться к тем событиям, которые произошли, и мне было очень сложно отстаивать свою точку зрения. Благо, вот мои родственники, мы вместе сошлись в том, что война — это плохо, но вот о причинах мы спорили очень долго и очень много. И здесь возникает вопрос, в том числе и тот, который задала один из зрителей стрима: что отвечать своим друзьям и близким, которые в ответ на посты и сторис с тегом «Нет войне» пишут: «Ой, не нагнетай». Как сохранить отношения с близкими? Не знаю, какие слова подбирать и как реагировать на другое, отличное от твоего мнения. Знаете, я всегда отвечаю на вопрос про то, как сохранить отношения, и всегда спрашиваю, нужно ли вам их сохранять. Ну, то есть, вот давайте по-честному. Возможно, если вдруг у кого-то не было такого опыта, если у вас есть кардинальное расхождение с человеком в каких-то взглядах, возможно, вам эти отношения не нужны сейчас. Да, то есть вы можете с ним поругаться, поссориться, вы можете сказать: давай вот мы сейчас эту тему закрываем, и мы ее не обсуждаем. То есть обозначьте свои границы, вы не должны быть очень удобным, милым пирожочком для всех, просто потому что кто-то с вами не согласен. Почему это вы должны забивать на свои взгляды, а не этот человек? У вас есть право на свои взгляды, у вас есть право на то, чтобы так чувствовать, потому что, я не знаю, здесь интеллектуальных каких-то, мне кажется, построений в нынешних постах нет, они все эмоциональные. Да, то есть и вы говорите о своей эмоциональной позиции, непринятия войны, вы не хотите войны. Это какая разница, кто с кем воюет и из-за чего? Мы говорим в целом про войну. Война по определению сама по себе ужасна, то есть ее не должно существовать. И когда говорят: мы не развязываем агрессивные войны, есть такая формулировка, друзья, не бывает неагрессивных войн, не бывает неагрессивных войн, все войны агрессивные. Если используется насилие, это уже агрессивная война. И здесь, мне кажется, надо себе, во-первых, ответить на вопрос: действительно ли вы хотите с этими людьми общаться дальше, хотите ли вы, чтобы они были у вас в ленте. То есть можно же просто сказать, давай ты не будешь комментировать мои посты на эту тему, это мое личное мнение, если ты его не уважаешь, либо делаешь это молча, да, а если продолжаешь, то до свидания, в бан. Да, то есть ничего страшного, то есть список черный, он такой, знаете, бесконечный, там много кто может оказаться, то есть там места хватит на всех. Потому что в данный момент, если вы не готовы сейчас с этим совсем спорить, скорее всего, вы не готовы, потому что это очень много сил тратит, а их сейчас у всех не очень много, уже к концу дня. Наверное, можно, опять же, вспомнить прежде всего о себе. Вы в этом мире живете для себя прежде всего, да, то есть и когда вы говорите, все, да, то есть я не хочу на эту тему сейчас говорить, я не хочу никак это обсуждать, это мое личное мнение. Прекрасная позиция, вы имеете на нее право. Если мы говорим там про отношения с родственниками, я понимаю позицию когда есть старшее, наверное, поколение или даже ваши сверстники, или люди младше вас, как я выяснил, мне тут прилетело, что, оказывается, современные 18-20-летние люди некоторые считают, что война с Украиной – это очень здорово. Ладно, допустим, пускай будет их мнение такое, я с ним не соглашусь, конечно же. Еще один, Виктор, извините, комментарий на эту тему из ВКонтакте. Право на свои взгляды есть у каждого. Слышать точку зрения близкого человека – это работа, и это работа над отношениями. Я сегодня думал… Нет. Нет? Это не работа над отношениями, если вас это ранит. То есть если это отношения, то это работает в обе стороны. Если вы знаете, что человеку что-то не нравится, вы, наверное, не будете это говорить. Тогда почему другой человек позволяет себе говорить что-то такое, что вам не нравится? Давайте в обе стороны тогда этот вариант применять. То есть поступили бы вы так. Назло бы вы стали другому человеку говорить то, что ему не нравится. Я полагаю, что нет. Получается, и другой человек так не должен делать. А если он хочет вас научить чему-то, просветить,
Значит, научить, как правильно жить, знаете, есть ощущение, что это не про гармоничные отношения и не про границы в семье, да. Конечно, я понимаю, что у нас плюс-минус такая как бы ситуация, что вот есть люди старшие, которые нас могут учить, вроде как, но кажется, настало время понять, что мы им не должны, мы не должны им соответствовать их ожиданиям и их взглядам. Мы взрослые люди, даже если нам там 18-20 лет и старше, да, то есть и тот, кто старше, не обязательно мудрее. Знаете, одна моя преподавательница в университете сказала восхитительную фразу: «С возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один». Да, то есть почитание возраста – это не та вещь, которую нужно делать. Да, то есть если это пространство для манипуляции, вот раз ты меня любишь, то вот послушай меня. Нет, если ты меня любишь, то не говори, не делай того, что приносит мне боль. Да, то есть вот этот сейчас – это важный момент. То есть я понимаю, что, может быть, даже в семьях там какой-то раскол происходит. Ну, может быть, происходит, понятно, происходит. Вот. Но мы всегда можем сказать: да, давайте остановимся и не будем сейчас на эту тему говорить. Нас всех это задевает, то есть как бы если мы просто на эту тему не разговариваем, каждый останется при своем мнении, это тоже уже неплохо. Да, то есть это может быть одна из стратегий. Я знаю семьи, которые, ну, то есть просто там принципиально не общаются по каким-то политическим вопросам, да, то есть есть люди, которые оборвали отношения с родственниками, но не из-за того, что там есть разговор, что вот наш президент хороший, наш президент плохой. В целом там манера такая, знаете. То есть я знаю людей, которые считают, что текущая власть в России, она хорошая. Но они об этом говорят, знаете, без оголтелого какого-то пропагандистского пыла, и с ними, по крайней мере, можно обсуждать что-то. Это хотя бы экологичная атмосфера, потому что о том, что происходит в стране, можно говорить по-разному. Да? То есть можно говорить и с неким там, пионерским задором, и с совершенно какой-то токсичной, отравляющей все вокруг себя манерой, а можно говорить тихо и спокойно. Это к вопросу о манере, да, то есть можно говорить тихо и спокойно, да, то есть для меня просто вот тема войны, например, я себе стал представлять, как мне можно говорить тихо и спокойно. То есть только от отчаяния тихо и спокойно про нее можно говорить. Поэтому можно просто заявить границы, если эти границы не соблюдаются, можно спокойно, как бы самостоятельно прекратить общение, просто выйдя из общения напросто. То есть не пытаться переубедить другого человека. Скорее всего, вы сейчас это не сможете сделать. Драма в прямом эфире продолжается в чате моих родственников. Мы все очень сильно реагируем. Друзья мои, я, например, вот как вы, Виктор, сказали, не готов, там, не знаю, разрывать отношения с родственниками, потому что, как мне показалось, не знаю, возможно, мне показалось, они все написали, что они против войны, но были реплики, в которых они объясняли причины, почему это стало возможным, и что эти причины, что, ну, вот какие-то вот есть, по их мнению, логичные причины. Для меня это очень, ну, там, большой... Но это гуманистические вопросы, не политические сейчас, да, то есть причины для войны, ну, наверное, у кого-то в голове есть. Для меня, например, ну, не бывает причин для войны. То есть вот мы можем, понимаете, здесь есть очень важный момент, что мы можем, ну, это такой достаточно мощный дипломатический ход должен быть, конечно, внутри головы и снаружи ее, потому что вы можете попробовать сосредоточиться, если вы хотите гасить этот конфликт, если вот прям есть у вас желание и силы, вот два, если вместе совместилось, да, то есть тогда мы говорим, что да, то есть попытаться перевести разговор на какую-то общую, вот что в этой теме нас общее беспокоит. То есть вот может быть так, как вариант, чтобы заглушить конфликт, потому что у меня был такой опыт, когда, ну, я столкнулся с непринятием там, своей позиции по, собственно, как раз символично по Донбассу и по Луганской Народной Республике, и я, в принципе, в итоге конфликт этот, разгорающийся, да, в общем-то, уже существующее противоречие, свел к тому, что, ну, как раз к общей идее о том, что никто не должен умирать, что не стоит убивать других людей ради каких-то там любых идеологических целей. Они этого не стоят. Еще один вопрос от наших зрителей. Что мне делать, если я журналистка, писала на темы, которые не имеют отношения к политике или к войне, и сейчас боюсь, что моя работа никому не будет интересна? Такой профессиональный, наверное, вопрос, что мы, как журналисты,
В последние годы очень на малое количество вещей можем повлиять, и здесь как-то возникает ощущение безысходности. Хотя, по моему мнению, это не так. Ну вот такая Да, я, реплика. кстати, соглашусь с вами, Максим, что мне кажется, что все равно пространство для, условной социальной журналистики, по крайней мере, я не специалист, конечно, в журналистике, это лично мой потребительский взгляд, когда я читаю какие-то вещи. Мне кажется, сейчас самое время рассказывать не о том, то есть все расскажут про войну, поверьте мне, мы про это 100% узнаем, но кто расскажет про простых людей? Кто расскажет про что-то другое, где мы сможем узнать о каких-то других вещах, потому что жизнь, прозвучит, может быть, сейчас в моменте странно, страшно, но жизнь на этой войне не закончилась. Она сейчас захватила нас, несомненно, и изнутри, и снаружи, и я полагаю, что если даже все закончится в ближайшие дни, и чем быстрее это закончится, тем лучше, я очень на это надеюсь, это еще будет очень долго нам аукаться. И нам самое важное здесь, в общем-то, не потерять себя и друг друга, да, то есть и как раз журналисты здесь могут быть очень важны, журналистика здесь может быть очень важным инструментом связи между людьми, показать что-то другое, кроме войны. Потому что мне кажется, что вот это важно. Мне кажется, что в последнее время появилось очень много хороших текстов, очень много хороших вообще тем, когда мы слышим про людей, про их истории, да, то есть про то, что происходит за пределами политики, потому что, как оказалось, кроме политики есть еще что-то, да, то есть в нашей стране. И мне кажется, что здесь просто сейчас, да, кажется, что ваша работа меркнет по сравнению с этой войной. Но ваша работа, она не меркнет, да, то есть она часть этого мира все равно. Мне в этом отношении вспоминается песня «Флёр» «Шелкопряд», где рассказывается же про жизнь, этой личинки шелкопряда, которая придет в свою тонкую нить. Вот. И мне кажется, что это очень хорошая мысль, она очень экзистенциальная, такая экзистенциального уровня, что каждый из нас делает что-то свое, и в итоге из этого возникает огромное полотно жизни, и надо не забывать делать свое. И пока каждый из нас делает честно и правильно то, что может делать, у нас есть шанс жить дальше и делать эту жизнь лучше, насколько у нас это получается. Виктор, еще один важный вопрос от наших читателей. Как говорить о происходящем с детьми? Я в этот момент вспоминаю свою подругу и коллегу, которая советовалась со своими друзьями, со своим терапевтом о том, как говорить с детьми на тему секса. Или откуда берутся дети. Приходит ребенок в 3 года, и мама говорит ему: отвечайте настолько, насколько он может понять вот в этот момент, 3 года. Мама ему отвечает из живота. Проходит еще пару лет, его этот ответ в 3 года устраивает, в 5 лет он приходит и спрашивает, откуда они в животе появляются, и так дальше, в зависимости от того, насколько ребенок может это воспринять. Конечно, нет, поймите меня правильно, я не сравниваю темы телесности и войны и так далее, но эти темы могут восприниматься одинаково сложно, и тема войны, наверное, гораздо сложнее. Как с детьми разного возраста говорить об этом? Классической схемой, мне кажется, я бы привел пример как раз с сексуальным просвещением. Я считаю, что он совершенно здесь уместен. Там есть 2 правила любого просвещения детей. Первое – рассказывать действительно в соответствии возрасту, что он может понять. И второе – рассказывать только то, что тебя спросили. Не добавлять от себя. Ребенок, если захочет задать вопрос, он задаст его дальше. То есть если... Очень часто детей интересует первый ответ, и дальше им неинтересно. Да? То есть и никто не ожидает от вас лекции. Есть специальные книжки, если мы говорим про сексуальное просвещение для родителей, для детей. Когда мы говорим про войну, мне кажется, что даже в примере, который вы привели, там есть очень хороший момент, что ребенок-то, в общем, не спрашивает, наверное, а что там происходит. Он не просит сводку боевых действий. Он сейчас обращается к маме как к своему родителю. То есть он ищет защиты, он ищет возможности, чтобы с его чувствами что-то сделали, потому что он сам с ними не справляется. Да, потому что он, скорее всего, ребенок в примере, да, который описан, если я правильно помню пример,
он прекрасно понимает, что, ну, то есть, видимо, родители говорили, что война – это плохо, что убивать людей нельзя. То есть, в общем, дискурс-то такой достаточно понятный. Но при всем при этом ребенок это запомнил и соотнес с тем опытом, который он получил тогда в детском саду, если я правильно... Нет, в школе. Вот. То есть он понимает уже, что у него есть внутри. То есть он говорит, мне стыдно. И надо ребенку объяснить, что он-то ни в чем не виноват, и что с ним все в порядке, что есть другие люди, которые это сделали, и с ним все нормально. То есть он сейчас действительно он ничего не может сделать. Возможно. Может быть, эту фразу можно ему не проговаривать, но окружить его заботой и вот встретить его эти эмоции, да, то есть и помочь ему с ними справиться, и объяснить, что он-то, в общем, ни в чем не виноват, и с ним ничего неправильного нет. Это важная часть, потому что, мне кажется, ну вот, это важная часть, вот то, с чем родители могут столкнуться, мне кажется, это их сейчас работа, это то, на чем они должны действительно сосредоточиться, защитить своих детей, помочь им с этим справиться. На период моего детства выпала первая чеченская кампания, потом школьная юность моя – это вторая чеченская кампания, да, то есть и я вот этого всего насмотрелся. И «Башни-близнецы», и там токийское метро, да, то есть теракт в токийском метро. Вот. И я помню, как бабушка моя, она меня воспитывала, как она мне так или иначе давала пример тот же самый. Мы же сами для своих детей служим примером, как относиться к тому, что есть. И дети это запомнят. И то есть если мы это осуждаем, если мы к этому относимся определенным образом, дети запомнят и будут, скорее всего, это воспроизводить. И вот в ВКонтакте в комментариях нам пишут, что уже стали пользоваться советами, о которых вы сегодня говорили. «Пошел колоть дрова», написал нам Алексей. Надеюсь, что это поможет ему как-то справиться с теми эмоциями, которые он испытывает. Скажите, у меня все-таки вопрос о том, что понятно, что во многих медиа наверняка сейчас практически весь контент будет связан с военными действиями на Украине. И это контент разный. Есть государственные медиа, есть там независимые медиа, многие из которых признаны иностранными агентами. И вот там вторая категория старается давать и первую позицию, и вторую позицию, то есть не быть, скажем так, ангажированными и так далее. Но как бы отстраниться от новостей про войну не получится. И мы все равно так или иначе попадаем, да, вот в это информационное поле, мы не можем не реагировать. Так или иначе мы хотим знать, там, какие решения приняты в одной стране, в другой стране, лидеры мировых стран. Что делать, не знаю, сократить потребление контента, да, там, не знаю, раз в день смотреть, не смотреть репортажи какие-то, не знаю, если ты видишь какую-то страшную, ужасающую тебя фотографию на обложке к статье, там, не знаю, не открывать ее. Я просто не понимаю, как можно не сойти с ума в этот момент, по-простому говоря. Да, можно будет, не знаю, наверное, где-то в соцсетях у 7 на 7 есть моя лекция про то, как читать новости и не сойти с ума с Петрозаводского летнего баркемпа. Получается, оттуда. И здесь важно понимать, что можно ее посмотреть отдельно, но я повторю вкратце, да, то есть ограничить количество, то есть определить, какой источник вы будете использовать, да, то есть для того, чтобы это было взвешенно и вам нравилась именно подача, да, я уже про это говорил сегодня. Это как с радиацией, да, то есть будьте добры, держитесь подальше, сокращайте время, да, то есть если вы не хотите попасть под вредное воздействие. Здесь то же самое, да, то есть если это некий источник повреждения, ущерба, то, пожалуйста, ограничили время и ограничили частоту, то есть полчаса в день. Поверьте мне, этого будет более чем достаточно. Можно просто к чертовой матери снести все социальные сети с телефона. Ничего страшного. Пропадете на недельку, я думаю, что вам даже полегче будет. Такой цифровой детокс. Тоже можно сделать совершенно спокойно. Есть специальные приложения, которые контролируют время, проведенное в приложениях, да, в социальных сетях, которые их блокируют. Можно им тоже пользоваться. Это очень хорошо, потому что сознательным усилием это все ограничить очень сложно. Я сегодня
ну, не полдня, но значительное количество времени провел так или иначе в соцсетях, да, то есть и очень сложно бывало отложить телефон, потому что тебя просто туда затягивает. Надо себе искусственные ограничители ставить и просто, то есть не брать в руки телефон, действительно его снести это оттуда все, то есть прям ограничить себе искусственный доступ, как это я в какой-то момент сегодня сделал, и уже просто не брал в руки телефон, потому что у меня было там, ну, я сегодня работал, поэтому немного не до того было. Надо было сосредоточиться на этом. Вот. Я попрошу редакторов найти ссылку на лекцию Виктора «Как читать, смотреть медиа, не сойти с ума» и подвесить ее в комментариях или в описании к нашим эфирам во всех социальных сетях. Я думаю, что это будет, ну, как бы хорошо и поможет тем, кто заинтересовался этой темой, ну, еще какие-то образно для себя моменты подчерпнуть, флажки расставить и так далее. Виктор, наш эфир завершается. Я сейчас проверю последние вопросы. Да, возможно, давайте. не поступили. Я, вот знаете, ну, как бы, еще раз, нет волшебной палочки, которая бы, возможно, помогла нам как-то очень быстро и единомоментно справиться с эмоциями, да, и так далее. Мы же здесь, мне кажется, собрались для того, чтобы немножко успокоить себя в первую очередь, успокоить своих родных или близких и понять, как мы можем с этим всем справляться. Может быть, у вас будет какое-то напутствие, ну или просто какие-то последние слова, адресованные нашим зрителям. Последние слова звучит неплохо. В этом стриме, да. Последние слова. В этом Давайте стриме. я подумаю. Я бы, наверное, сказал, что сейчас очень уместно, несмотря на то, что происходит, вспомнить о себе, о тех, кто ближе к вам, и позаботиться о них, позаботиться о себе, но прежде всего о себе. Я знаю, что вы можете чувствовать досаду, негодование, злость, бессилие, печаль, тревогу. Я все это тоже чувствую вместе с вами. И это был тяжелый день, на самом деле, для всех нас, мне кажется. Но для меня куда важнее, чтобы мы все вообще вернули себе контроль над тем, что происходит в нашей жизни. Да, то есть чтобы мы вот в эту повседневность вернулись обратно. Это не значит, что мы скроемся от того, что происходит там, да, снаружи. Нет, мы не скроемся, мы просто создадим себе место, где мы можем восстанавливаться и идти дальше. Да, то есть у каждого из нас должна быть тихая гавань, где мы, знаете, там, подновляем борта, там, натягиваем паруса по новой, обновляем там такелаж, если я правильно использую слово. Вот. И мне кажется, что надо позаботиться вот сейчас о том, чтобы у нас было это место, потому что есть ощущение, что одним днем все это не закончится, к сожалению, и что нам еще придется с этим сталкиваться. Если вам этих слов будет достаточно, я буду очень рад, потому что, к сожалению, у нас остались мы, и нам надо о себе позаботиться все равно. Понятно, что там есть другие люди, но мы о них позаботимся. Настанет время, и будет возможность, мы это сделаем, я уверен. Но сейчас, на данный момент, вот в этой кризисной ситуации, мы можем сосредоточиться на себе, и это наша обязанность, потому что дальше нам как-то жить в этом во всем, как-то с этим разбираться. Как-то я говорю не потому, что мы это плохо сделаем, потому что я пока не очень понимаю, с чем разбираться и как, откровенно говоря. Надо посмотреть, надо не пороть горячку и не делать далеко идущих выводов. Надо посмотреть, что будет, когда уляжется шторм. И тогда будет понятно, какой масштаб разрушений и что нам с этим масштабом разрушений делать. Это если такая вот, наверное, профессиональная история. А если как-то так над этим всем подняться, постарайтесь не потерять в себе людей. И постарайтесь видеть в других людях тех же самых людей, которых видите в себе. К сожалению, у нас осталось не так много роскоши, и внутри, то, что есть внутри нас, вот это светлое, теплое, человеческое, это одна, наверное, из последних вещей, которая должна остаться в любой момент с нами. Наверное, это то, что я могу сказать
потому что я бы хотел, чтобы среди этого мрака мы помнили, что мы еще можем осветить его. И в любом, чем чернее тьма, тем ярче горит свет. Сегодня мы с моими друзьями и коллегами обсуждали, что каждый из нас может сделать. И я услышал фразу о том, что, ну, как бы люди не выходили, не знаю, на пикеты. Мои друзья сегодня пошли в Сыктывкаре на пикет. И там, что бы ни писали, ничего это не изменит. А мой тезис был в том, что если человек считает это правильным выразить свою позицию, то он в этот момент сохраняет себя. В первую очередь он сохраняет себя. И если мы сможем сохранить себя, это даст нам силы, чтобы там разговаривать с близкими на сложные темы, объяснять эти сложные темы детям, постараться показать, показать то, что ты чувствуешь, и не натворить дел, которые в будущем, когда ты остынешь, будут иметь какие-то критические последствия. Виктор, спасибо вам огромное за эту беседу. Я с вами прощаюсь и очень надеюсь, что как-то очень спокойный разговор помог некоторым людям, которые нас смотрели, нашим зрителям, немножко прийти в себя, остыть, отложить в сторону, не знаю, написать на бумажке несколько занятий, которые позволят в сложную минуту, не знаю, эмоционального пика, не наделать глупостей. Спасибо вам огромное за эту беседу. Мы прощаемся с вами. До свидания. Спасибо за эту возможность. Всего хорошего, берегите себя. Я напомню, что так или иначе интернет-журнал 7 на 7 будет отслеживать происходящие в российских регионах события. Читайте наш интернет-журнал, смотрите наши видео и следите за новостями в меру